Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одной очень важной составляющей мира футбола, а именно о тренировках. Ведь куда же без них, не так ли? Я расскажу вам о том, как футболисты входят в тренировочный процесс после длительного отпуска и над какими мышцами важно работать. А в конце вы узнаете еще о том, что не только физическая подготовка является важным аспектом всего тренинга. Погнали! Месяцев 6 дней в неделю в течение всего года профессиональные футболисты тренируются в поте лица, но потом уходят на перерыв в 2 месяца. Но как же потом вновь набрать физическую форму после длительного межсезонья? Футбольные команды приглашают специалистов со всего мира – спортивные ученые, профессиональные диетологи, фитнес-тренеры. А все для того, чтобы футболисты вернулись на поле в хорошей физической форме. Это довольно-таки тяжелый процесс, к которому нужно подходить очень ответственно, ведь организм должен постепенно набирать обороты, чтобы игрок в переносном смысле слова себя не сжег. Эксперт по фитнесу и кардиотренировкам Крис Барнс, который работал с многочисленными клубами английской премьер-лиги, поделился небольшими секретами. 8-9 месяцев беспрерывных тренировок и футбольных матчей серьезно сказываются на всем организме, поэтому первым делом игрокам советуют в начале межсезонья пару недель хорошенько отдохнуть, после чего идет небольшой ввод в тренировочный процесс. Для начала советуют приступить к легкому бегу на небольшие дистанции, игру в теннис или прогулки на велосипеде. Нужно получать удовольствие от процесса, это ключ к успеху. Но вот что касается последующего повышения объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, то, например, в немецкой лиге в основном делают больше акцент на выносливость, что очень эффективно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. В английской премьер-лиге, в свою очередь, отдают предпочтение коротким и интенсивным тренировкам с множеством подходов и короткими перерывами. Выходит разница в их подготовке как между марафонцами и спринтерами. Но опять же таки, работая с профессионалами, нужно учитывать тот факт, что ко многим игрокам нужен свой индивидуальный подход помимо основного рабочего процесса. Не стоит забывать о том, что часовые пробежки не дадут особого преимущества, ведь на поле такое не работает. Обычные пробежки работали годами. Самый стандартный тип разминочного бега выглядит следующим образом. При пробежке вы можете вести диалог и при этом не задыхаться, фокусируясь на своем дыхании. Такие пробежки обычно длятся около 20-30 минут, 3-4 раза в 2 недели. Спустя 2 недели повышается интенсивность, но добавляются интервалы. Самый стандартный рецепт данной пробежки – это 15 секунд быстрый бег, затем 30 секунд обычный шаг. Сердечно-сосудистая система подвергается стрессу, а также бросается вызов механизмам восстановления. Соотношение работы и отдыха во время такого бега составляет где-то 1 к 2. То есть на каждые 15 секунд взрыва у вас потом приходится полминуты отдыха в режиме шага, рассказывает тренер по кардиотренировкам Крис Барнс. Выстраивание всего тренировочного процесса в первую очередь зависит от тренера. Нужно создавать таких футболистов, которые будут способны выполнять тактические требования. Крис Барнс, о котором я говорил чуть ранее, работает сейчас с командой Брондбю, где тренер является сторонником активной игры с высокой интенсивностью. Своей требовательностью он даже поразил самого Криса. И если в Англии по статистике 10 полевых игроков в среднем пробегают 116 километров, то в Брондбю то же количество игроков преодолевают 135 километров за матч. То есть выходит, что один игрок премьер-лиги Англии в среднем достигает отметки в 11,5 километров, а один игрок Брондбю почти 14. Но есть и другие примеры, друзья, где игроки в некоторых командах не дотягивают и до 7. Что это? Плохая физическая подготовка или нежелание самих игроков? Пишите свои мнения в комментариях. Слыша о спринте, то, вероятнее всего, вы думаете, что в нем задействованы просто ноги, и как бы на этом все. Но самая важная часть, которая отвечает за успешный спринт, это ягодичные мышцы. Поэтому в первую очередь многие советуют освоить становую тягу на одной ноге. Естественно, меняй ногу после 8 повторений, между которыми отдых 2 минуты. Всего 3 подхода. Это одно из основных упражнений, прекрасно задействующие мышцы задней поверхности бедра, которое должно быть всегда на вооружении игрока. Это позволит впоследствии стартовать с места как пуля.
Развитие хорошего равновесия также является важным аспектом тренировок. Упражнение на равновесие помогает игрокам работать корпусом, защищая мяч, а еще противостоять силе самого соперника, удерживая свою позицию, оставаясь на ногах в нужные моменты. Добиться этого можно с помощью специальных упражнений, перепрыгивая препятствия на одной ноге или стараться удержаться на гимнастических мячах. Вариантов очень много. Я вам скажу так, что такие упражнения полезно выполнять и в повседневной жизни, так как вы не только начнете в совершенстве владеть своим телом, но и выведете свою концентрацию на новый уровень, который поможет вам в решении каких-то сложных задач. Кстати, а вы знали, что футболисты тренируют не только тело, но и психологические аспекты разума и восприятия? Но об этом я расскажу в конце. Всем известный Криштиану Роналду не спит, как обычный житель планеты. Над его режимом работает британский исследователь Ник Литлхейлс, который составил для футболиста специальную программу. По словам специалиста, главное во сне – учет циркадных ритмов, перепада интенсивности биологических процессов днем и ночью из-за света и температуры. Португалец спит 5 раз в сутки. 4 или 6 часов Криштиану спит ночью, а еще 3 или 2 досыпает днем. Он не смотрит телевизор, не пользуется телефоном или планшетом за 1,5 часа до ночного сна. Врачи говорят, что яркий экран монитора непосредственно перед сном значительно ухудшает его качество. Кроме этого, Роналду всегда спит в позе эмбриона и на свежем постельном белье. Такой подход позволяет быстрее восстанавливаться после изнурительных тренировок. Есть вещи, которые очень трудно развить, а некоторые даже невозможно, ведь генетика может обделить вас в каких-то аспектах. Возьмем, например, всем известного Фрэнка Лэмпарда, бывшего полузащитника английского Челси. Как-то однажды у него спросили, можно ли натренироваться так, чтобы быть взрывным и скоростным на поле. На что Фрэнк ответил: «Когда я был еще очень молод, мой отец говорил мне, что я буду не самым быстрым игроком на поле. Так уж сложилось природой, но я очень много работал над этим». К какому же я выводу пришел в итоге? Вы не сможете превратиться в скоростную машину, как бы вы этого ни хотели. Вы только можете внести небольшие изменения в своей голове, чтобы быть на шаг впереди своего соперника. Естественно, я отрабатывал взрывные спринты, но сколько я не играл с другими игроками, я понял, что если вы можете предугадать следующее движение соперника, то вы получаете колоссальное преимущество. Попробуйте прочитать игру, наблюдайте за игроками чужой команды, а также за своими ребятами, чтобы можно было предугадать следующий ход. Когда у вас нет мяча, оглянитесь вокруг, проанализируйте все от и до, потому что вы должны сразу знать, что делать, прежде чем мяч будет у вас. Вот такой вот простой совет от ветерана. Так что, друзья, не расстраивайтесь, если вас природа обделила высокой скоростью. Просто начните развиваться в другом направлении. Если вы думали, что футболисты работают только над физической составляющей, то вы очень сильно ошибались. У каждого клуба даже есть своя команда психологов, которая работает над моральной составляющей всего клуба. Например, у спортивного психолога английской команды Астон Виллы Тома Бейтса есть 4 основных шага, которые помогут в исполнении пенальти. Когда остаешься 1 на 1 с вратарем, трибуны сходят с ума, а вам нужно забить очень важный мяч. Именно в такие моменты обычно нервы футболиста могут дать сбой, и не все справляются с таким давлением. Тревога может завладеть всем телом в эти моменты. Игрок думает, в какую сторону лучше ударить, а в какую сторону прыгнет вратарь. А угадает ли он, а забьет ли, а если нет, то какие будут последствия? Независимо от того, насколько вы хорошо исполняете те же пенальти на тренировках, страх во время самой игры может испортить все ваши планы. А чтобы этого не произошло, обычно делают следующее. Первое. Проводить на тренировках репетиции. Бывает так, что на тренировках обыгрывают серию пенальти. Игроки становятся посреди поля, и каждый по очереди выходит пробивать пенальти. Все проходит по такому же сценарию, как и в игре. Кстати, друзья, если вы не знали, то не только футболисты так делают. Те же бойцы смешанных единоборств практикуют данный способ, выходя в клетку или на ринг, и доходят вплоть до объявления их имени тренером или одноклубниками, накаляя обстановку аплодисментами и выкриками, а потом звучит имитация гонга. Но давайте дальше. Футбольный психолог под 2 пунктом советует выиграть момент уже в своей голове. Визуализация очень важна. Пройдя через момент удачного пенальти в своей голове, вы сможете успокоить свою неврологическую реакцию. Тем самым это повысит вашу уверенность.
Убедитесь в том, что вы преуспели в ударе, прежде чем сделали первый шаг для разгона. Третье. Произнести себе вслух ободряющие слова. Не надо стесняться этого. Позитивные мысли, подкрепленные вашими словами, например, «я могу это сделать», «я забью», могут сосредоточить все ваше внимание на поставленной задаче и избавиться от неуверенности в себе. Четвертое. Взять под контроль дыхание. Техника центрирования. Игроки используют глубокий медленный вдох, чтобы сосредоточить свое внимание на ударе. Вроде все просто, но это дает поразительный эффект успокоения и ощущение контроля над дальнейшими действиями, которые они собираются сделать. А на этом все, друзья. Надеюсь, что вы извлекли что-то полезное из сегодняшнего ролика. Может, вам будет интересно еще узнать о том, как тренируются голкиперы? Если да, то ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. И я обязательно подготовлю для вас отдельный выпуск на эту тему. До скорой встречи! Тренируйтесь с умом!